Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. На этой встрече мы опять по воле Всевышнего Аллаха будем говорить о некоторых качествах чтеца шариатской рукьи, которыми он должен обладать, если он хочет приносить пользу и посвятить себя лечению людей и оказанию помощи. Урок называется «Терпеливость, ожидание награды и манера поведения». Кто-то может спросить, что все это значит. Я отвечу, что тот, кто хочет заняться трудным делом, должен иметь некоторые преимущества. Его могут проверить на экзамене или на личном собеседовании. И все это для того, чтобы проверить человека, желающего работать на ответственной работе, для которой необходимо терпение, а также правильный этикет. И тогда для такого человека проводится встреча, на которой он показывает, как он действует в подобной ситуации. Ему задают вопросы или даже просят выполнить определенные задания перед тем, как он вступит на свою должность. Им нужно убедиться в том, что этот человек терпелив, или в том, что он соблюдает манеры поведения, что он силен и так далее. Тогда как же нам следует смотреть на занятия, связанные с нападками шайтанов и колдунов, на тех, кто захотел заняться борьбой с ними и посвятить себя общей пользе? Значит, это дело настолько же серьезное. Что такое терпеливость? Есть много определений, и есть одно красивое определение, которое мне понравилось. И если говорить простыми словами и простыми терминами, это ожидание в тишине и спокойствии. Тихое и спокойное ожидание. Терпеливость — это сдерживание своего нафса в тяжкие для него моменты. В моменты, когда нафс следует удерживать и контролировать, чтобы он не подвиг нас на совершение порицаемых вещей. Поэтому очень простое определение — это тихое и спокойное ожидание. Так понять легче всего. В книге Аллаха содержится около 100 аятов о терпеливости. Хадисов тоже много, ученые писали по этому поводу книги, статьи и так далее. Сколько же терпения должен иметь тот или иной чтец руки? Некоторые чтецы, как я заметил, занялись этим делом, не будучи особо терпеливыми. Некоторые люди терпеливы уже с детских лет. Это может быть частью его воспитания или частью его религиозной жизни, или просто обретенным качеством из жизни. То есть это либо воспитание, данное родителями, то есть они его такими воспитали, вложили в него такое качество, уча его терпеть сложности, тихо и спокойно и без тревоги относиться к проблемам. Это такая часть воспитания. Она была даже у арабов до ислама во время джахилии, либо же как часть религии. Соблюдающие родители вложили в ребенка терпеливость, способность с терпением относиться к трудностям, напоминали ему об аятах Корана, дали понять, что такова наша религия, воспитали ребенка в религии и отправили его в религиозную школу, где он это укрепил. Будь это просто теория или рассказы о терпении пророка, мир ему, его сподвижников или других посланников. Либо же как часть религии, но приобретенная уже тогда, когда человек повзрослел, когда он стал строго придерживаться намаза, поста и других обязательств. Затем он начал сам читать историю праведников и обрел такое качество. Но некоторые об этом читали и даже делали об этом уроки, а сами в реальной жизни не могли проявить терпение в даже ничтожных испытаниях. Как такой человек может с терпением отнестись к тому, что происходит с пациентами, или к тому, что вытворяют шайтаны, и так далее? Я бы не хотел затягивать разговор об этом, чтобы было понятно, что человек должен ожидать за терпение награду. Поэтому всегда люди говорят о терпении и ожидании награды. Ожидание награды — это ожидание награды от Всевышнего Аллаха. Некоторые ученые сравнивали понятие ожидания награды с искренностью, потому что эти две вещи связаны с намерением человека. Так в чем польза этого качества для чтеца? И что из этого чтец должен уметь, чтобы он мог научиться ждать награду от Аллаха за его действия? Ведь его постигают сложности, постигают наущения шайтана, цель которых заставить забыть чтеца о главной цели занятия лечением других людей.
Таким должно быть ожидание награды, ожидание ее от Всевышнего Аллаха. Некоторые делают ради награды Аллаха все полностью, другие делают только часть своих дел, и все это имеет место быть. Именно поэтому теоретическое знание в таких вот очень тонких вопросах, которые связаны с намерением человека, предельно важно, потому что сердце человека постоянно обращается то в одну, то в другую сторону. И пророк, мир ему, часто делал дуа, просил Аллаха такими словами, и особенно в намазе: «О Аллах, переворачивающий сердца, укрепи мое сердце в Твоей религии». Почему? Потому что сердце изменчиво. Значит, чтец познает эти вопросы, которые, конечно же, связаны с единобожием. И я обнаружил, что некоторые чтецы в начале занятия заряжены энтузиазмом лечить людей, но вскоре говорят: «Это я могу, а это не могу. Этот случай сложный. Здесь требуется время, а здесь еще что-то». И если он занят, то это оправдание. Но я видел таких, которые теряли терпение и поддавались пессимистическому влиянию, теряли надежду, злились, опускали руки во время лечения, что заставляло пациента заходить в состояние стопора. И если мы будем говорить о разновидностях терпеливости, о его видах, то нам потребуется время. Итак, терпение следует проявлять в подчинении Аллаху, совершая то, что повелел Аллах, также и при воздержании от запретного и грехов, а также и столкнувшись с чем-то предопределенным Всевышним Аллахом своему рабу. И все люди в отношении их терпения к этим вещам разнятся по степеням. Об этом говорить слишком долго. Поэтому тот, кто хочет посвятить себя этому занятию, должен быть либо одним из тех, чья душа стойка, и он способен сдержаться при гневе, человеком, в котором воспитали терпение, или же он ему научился и стал таким сам. Это относится к характеру человека. Терпеливость является также уделом человека. Чтец и не чтец, и вообще мусульманин знает, что победа достигается через терпение. И когда чтец теряет, то есть, например, появляется пациент, день, два, сеанс, второй, и после этого говорит: «Нет, вам надо к психиатру. Сходите к врачу, может, он вам поможет. У вас, похоже, сильные наущения». А пациент может быть пораженным. Почему же он не проявил терпения и не провел диагностику, как полагается? Почему он не был терпелив с этим буйным пациентом, который, может быть, и сказал тебе дурное слово или приложил к тебе руку? Почему он не смог отнестись с терпением к уловкам шайтана? Сколько чтецов начали заниматься, но потом бросили. Если мы начнем сейчас разговор о всех степенях терпения, о пользе и награде за терпение, это займет время. Ожидание награды, как было сказано, это когда чтец ожидает награду за свои деяния, за свои слова и дела, за каждое слово, которое он читает, ждет награду Аллаха. И тогда можно увидеть, что он не останавливается, а продолжает тихо, спокойно, с чувством радости и беспокоясь за людей. То есть некоторые из них говорят: «Я пошел к больному и прочитал ему рукью. Они позвонили мне по телефону, сказали, что тяжелый случай, и я поехал. Альхамдулилля». Возьмем другого чтеца. Он говорит: «Я намеревался получить награду за каждый шаг на пути к пациенту, награду за то чтение и за помощь этому больному словами Всевышнего Аллаха. Я намеревался получить награду за посещение больного, ведь к нему посылается 70 тысяч ангелов, и все они просят за него прощения, если он пошел к нему утром или вечером, и так далее, и тому подобное». Со сколькими проблемами и разными трудностями мы встречаемся каждый день, мы и другие люди. Некоторые люди сталкиваются с проблемой и так все и оставляют. Не вспоминают, что все это от Аллаха, а тот, кто вспоминает, он и ожидает награду. Награду за это от Всевышнего Аллаха, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Мусульманин должен говорить эти слова при каждой проблеме, которая с ним случается. И поэтому каждый чтец знает, да и не только чтец, естественно, как поступали сподвижники, которые говорили эти слова даже тогда, когда рвался ремешок на сандалиях. Из-за ремешка они говорили: «О Аллах, награди меня за эту потерю и возмести мне чем-то лучшим».
Вот это и означает ожидать награду Аллаха и возмещение лучшим. И когда чтец это понимает, и при любой его постигшей проблеме на пути шариатской руки, он ожидает награду и знает, что все это от Аллаха, ожидает ее за каждое слово и за каждое действие, а также напоминает об этом каждому пациенту, тогда это и приносит большую пользу. Как этому научиться? Можно ли этому научиться только лишь на практике, когда человек начинает читать, призывать джиннов и изгонять шайтанов? Или же он должен учиться этим вещам, которые сами по себе связаны с единобожием и являются основой в лечении? Терпение — это основа в процессе лечения пациентов. После всего этого идет культура и поведение. Всевышний Аллах говорит в своей книге: «Воистину твой нрав превосходен». Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что его нравом был Коран. К хорошему нраву можно отнести и терпеливость, о которой мы говорили, а также и сдержанность в том, что постигается со стороны других, джиннов, людей или же каких-либо других вещей, случающихся с человеком. Высокий нрав может принести человеку награду поста и молитвы. Также высокий нрав поднимает степень своего обладателя перед Всевышним Аллахом, пока он не достигнет степени, при которой он станет наиболее близок к посланнику Аллаха, мир ему. В достоверных хадисах сказано: «Наиболее близкие ко мне в день воскресения будут те из вас, у которых лучший нрав». И таких преимуществ благого нрава много. Чтецу это очень необходимо. Кроме этого, благой нрав может быть частью характера человека. Уже с детства. С ранних лет уже люди говорили: посмотрите на него, воспитанный мальчик, с хорошим нравом, особенно если он растет в такой семье, в которой ему прививают правильные нормы поведения. И когда он вырастает с этими нравами, он становится примером для других. Другие же обретают этот нрав, уже будучи взрослыми. Например, некоторые говорят: «Ты помнишь этого человека? Он был одним из заблудших, но Аллах его наставил. Он был неверующим, но пришел к вере. Хвала Аллаху, он стал похожим на мусульман. И даже достиг степени, которую достигают не все мусульмане с рождения. Хвала Аллаху. Почему это требуется чтецу? Потому что он встречается с людьми. Он контактирует с людьми и контактирует с джиннами. Призывает одного, велит выйти другому, хотя некоторые иногда поступают и бескультурно с джиннами. Приходят и начинают ругать, издеваться, унижать, смеяться. И все это не позволено делать таким образом изначально. Таким образом нельзя поступать изначально. Мягкость в любом деле только украшает его. Значит, человек должен всегда воспитывать в себе эти вещи. И иногда некоторые чтецы переходят все эти границы между собой. Все это можно увидеть в интернете. Не ради установления истины и разъяснения, а один чтец просто обзывает другого ругательными некультурными выражениями, называет его именами животных, говорит на него собака, или он ревет как осел, или еще что-то. Так разговаривают о чтеце. Будь он чтец шариатской руки или чего-то еще. Он человек и как минимум мусульманин перед тобой. А перед своими пациентами он, возможно, имеет очень высокое положение. Его называют разными словами, называют крысой, отбросом общества, сыном такого-то. А некоторые даже называют других незаконно рожденными или прелюбодеями. Все это до сих пор продолжается в пространстве Ютуба. Разве это благой нрав? Разве позволено шариатскому чтецу так себя вести? Нет, конечно. Поэтому я видел, как некоторые пациенты, проходя лечение у какого-то чтеца, говорят: «Шейх, я увидел, что этот чтец не воспитан». А некоторые делают зло даже самим пациентам. А некоторые вообще приходят к мужу, проходящей у него лечение женщины, после того, как ему становятся известными некоторые ее тайны, и говорит ему: «Слушай, твоя жена ходит налево». Это ли благой нрав, что вы рассказываете какие-то секреты этой сестры, которые скрыл от других людей Всевышний Аллах? Или же мужчина? Пациент приходит и жалуется чтецу на некоторые вещи, и становится понятным, что этот мужчина, например, сделал что-то запретное, что-то, что скрыл от взора Всевышний Аллах.
и он доверяет этому чтецу. А этот чтец идет и все рассказывает его друзьям и близким. Знаете, этот ваш человек сделал то или сделал это. Рассказывает это его семье и его знакомым. Все это, не говоря уже о злословии и разговорах за спиной, входит в понятие «дурной нрав». Итак, чтецу требуются все эти вещи. Он должен учить теорию и должен пройти экзамен. И если становится ясным, ведь некоторые притворяются, и сколько таких, ведь даже колдун притворяется. Пациент говорит: я сходил к этому человеку, у него такой высокий нрав. Я ему рассказывал, а он заплакал. И в подробностях становится ясным, что он побывал у колдуна. Говорит: но ведь он воспитанный. Он встретил меня лучше любого чтеца. Брат, нрав — это одно, а единобожие — это другое. Вот и посмотрите, что делает благой нрав. Поэтому, когда приходят некоторые пациенты, раньше и сегодня тоже, может, он лечился у себя в стране, в больнице, или же ездил за границу и говорил: знаете, медперсонал ко мне так относился, всегда мне в лицо улыбались, всегда со мной здоровались. Да, они не мусульмане, но их нравы выше нравов тех мусульман, с которыми я живу. В отношениях, в оказании помощи, в приветствии, в заботе о моем здоровье. Каждое утро они спрашивают, как самочувствие, где у вас болит, заставляют чувствовать себя лучше. То есть благой нрав необходим. И сколько чтецов, встречающих пациентов вежливо, поднимают самооценку самого пациента до степени, которую он, может быть, сам никогда не достиг бы, а наоборот, замкнулся бы, если сходил бы к тому, чей нрав дурной и грубый. И кто не соблюдает со своими пациентами, тот необходимый этикет, который помогает пациенту в процессе лечения. Тема долгая, и поэтому, мои дорогие, я говорю еще раз. Чтец обязан самообразовываться. Кто-то может сказать: это значит посещать семинары? Нет, не значит. Все, что я говорю, это лишь напутствие. Когда я говорю о благом нраве, а вы идете и читаете о благом нраве, тогда и вы станете по-другому относиться к больным, а также поменяется ваше отношение с теми же джиннами. Я как-то видел видео, и об этом я уже упоминал ранее. Пример дурного нрава, несправедливости и вспыльчивости. Разговаривает с женщиной перед ним, вроде бы у нее одержимость. «Ты кто?» Он отвечает: «Мусульманин». Он ей взял и сходу отвесил ладошкой прямо по лицу. Ударил просто так и довольно сильно. «Ты лжешь, да проклянет тебя Аллах». Это как так-то? Ни благого нрава, ни терпения, избиения и прочие вещи. И в Ютубе. Это то, что было заснято, а что он делает за камерой? Некоторые спросят: а что, разве чтецу не дозволено применять силу? Я отвечу: иногда. Это отдельный метод лечения, но это не должно быть таким образом. То есть он говорит ему: я мусульманин. Может, он и врет. Он его бьет, называет лгуном и посылает проклятие. Бьет по лицу человека, а ведь это было запрещено пророком, мир ему, ударять по лицу. Так разве это имеет отношение к благому нраву? Есть еще одна вещь. Она случается, и на нее жалуется семья чтеца. Сколько жалоб я сам слышал. Шейх, если бы вы знали, как себя ведет этот человек у себя дома. Грубит и изводит. Тиранизирует свою семью, унижает нас и кричит на нас. Но с пациентами он разговаривает приятно. Улыбается им, смеется с ними, уделяет им положенное время. Делает для пациентов то, что не делает для своей семьи. Конечно, есть и некоторые вещи, в которых перегибы начинаются со стороны жен, когда они хотят, чтобы муж сидел с нею все свое время. Но ее муж занят так же, как бывает занят врач. Поэтому мы говорим об одном конкретном вопросе. Когда чтец принимает перед людьми один вид, а когда заходит домой, становится другим человеком, вспыльчивым, с тяжелым характером. Говорит своей жене слова, которые он не говорит никому из людей. Бьет своих детей, не выполняет их права. Вот такие вещи мы хотим показать наглядно каждому, кто желает заниматься этим занятием. Или показать их каждому, кто испытан плохим нравом, чтобы он мог его исправить. Жалоб очень много. Прошу Всевышнего дать пользу в том, что мы услышали.
и дать нам еще больше знаний. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Сегодня по воле Всевышнего Аллаха мы поговорим об уверенности в Аллахе и о том, что значит полагаться на Аллаха. Уверенность в Аллахе и возложение на Него своих надежд. Эти вещи необходимо знать чтецу, пациентам и всем остальным мусульманам. В этой лекции я буду говорить о чтеце и о том, что он обязательно должен уметь это делать. Читать, что об этом написали ученые, даже если и немного. Но чтобы это придало ему силы в его занятии. Почему? Или что означает уверенность? Сколько раз я спрашивал братьев, и они говорили, то есть, что вы понимаете под уверенностью? Отвечают, быть уверенным в Аллахе. То есть, все равно, что сказать, вода — это вода. Хорошо, что это? Говорят, это значит быть уверенным, что Аллах мне поможет. Пациенты сильно нуждаются в том, чтобы чтец разъяснил им подобные вещи, чтобы он тем самым поднял в них оптимизм и рассказал бы им хотя бы несколько примеров, которые были бы им полезны и придали бы им сил не сдаваться в процессе лечения. Давайте возьмем первое слово из выражения «быть уверенным в Аллахе». У него есть определение. Правдиво опираться, быть стойким, полное согласие с чем-либо или с кем-либо, также и доверяться кому-либо. Решение дел этого человека, который решил довериться в них другому человеку, или попросить его поддержки в чем-либо. Противоположным этому является сомнение, и это недоверие. Значит, уверенность — это хорошие мысли, а сомнение — это недоверие и колебания. Что за колебания? Один человек спрашивает о другом. Ты за него ручаешься? Ему отвечают, что есть сомнения. Сомневаются, можно ли ему доверять деньги, можно ли доверить ему эту работу, можно ли ему поручить это дело, можно ли на него надеяться, как мы говорили. Нет, нельзя. Это что касается уверенности. Но некоторые говорят, я уверен в самом себе, и продолжают об этом говорить другим. Я уверен в самом себе. Он смел, и у него все получается, потому что он полагается только на себя. Это в тех вещах, в которых человек может справиться сам. Но в тех делах, в которых слабый человек нуждается, касаемо всей его жизни, и особенно мусульманин, на кого он должен надеяться? На Всевышнего Аллаха. На себя надеются неверующие люди. На свою силу. Карун сказал, у меня все это благодаря моему знанию. Но мусульманин должен все эти дела вверять Аллаху. То есть вопрос об уверенности во Всевышнем Аллахе — это не просто полагаться на Аллаха. К уверенности относится и это, и многое другое. Мусульманин уверен во Всевышнем Аллахе, то есть имеет об Аллахе хорошие мысли и вверяет Всевышнему Аллаху все его дела и хлопоты, доверяет и относится к этому с полным спокойствием. То есть он не должен делать так. Да, я уверен во Всевышнем, но при малейших проблемах кричит, боится, обращается к колдунам, оставляя при этом Всевышнего Творца. Где можно увидеть эти и подобные вещи? Это можно увидеть, читая об этом в книге Всевышнего Аллаха, в рассказах и историях о пророках, также и в хадисах и других источниках, в главах об уверенности в Аллахе и хороших мыслях о Нем, о твердой вере во Всевышнего Аллаха, потому что все в этом мире в Его руках. И поэтому, когда чтецы начинают заниматься этим занятием, некоторые начинают с того, что говорят, у меня диплом доктора. Я и имам, и хатыб, и известный ученый. И когда люди слушают подобные громкие звания, они думают, что это какой-то святой. И некоторые этим и пользуются. Некоторые сидят на собраниях и разговаривают, как будто выше него никого нет. Есть ли у него уверенность в Аллахе? Нет, у него уверенность в себе. В каких вопросах? В том, о чем он говорит, в вопросах лечения руки. Хорошо, а уверенность в Творце, который тебя создал, наделил уделом, окружил заботой, дал здоровье, одарил тебя всем, что у тебя есть, и даст тебе еще. В нем ты уверен? Твоя душа еще не уверена в нем?
Ты не можешь со спокойствием признать, что все в руках Всевышнего. Это и есть то, к чему мы должны прийти. И чтецы, и пациенты, и простые мусульмане. И когда чтец понимает эти вещи и читает о них, он не смотрит ни на что вокруг, потому что он доверился Всевышнему Аллаху. Он читает о том, как поступал Муса, мир ему. Он вышел со своим народом, детьми Израиля, в бегах от фараона, его знати, его народа, его армии, его помощников. И придя к берегу моря, он говорит: «Нет, со мной мой Господь, и Он мне укажет путь». Это и есть уверенность и возложение своих надежд на Всевышнего Аллаха. И даже Юнус, мир ему, когда они решили бросить жребий, он вытащил его несколько раз подряд. И ему сказали, что он должен прыгать с корабля. Кто-то мог бы сказать: «Нет, как это вы меня выкидываете?» Схватился бы за борт руками и дрался бы за то, чтобы его не выкинули за борт, в бушующие морские волны, в которых обитают морские животные. Юнус спокойно согласился с этим и доверился своему Господу. Так же поступил и Ибрагим, мир ему, когда его бросили в огонь. Много таких историй и аятов, рассказывающих нам об этих вещах. Об уверенности во Всевышнем Аллахе, хороших мыслях, полном доверии Всевышнему Аллаху. Хорошо, чтец в этих делах отличается от простого человека. Почему? Простой человек сталкивается с простыми делами, с проблемами на работе, какими-то болячками и подобными вещами. Чтец же сталкивается с совершенно другими вещами из мира, которые он не может увидеть. Он не видит своего врага. Он может сказать: если бы джин был виден, я, может быть, сразился бы с ним или убежал. По крайней мере, я его вижу, и я могу с ним сразиться или поступить как-то иначе. Но если это творение или этого врага нельзя увидеть, то он может нанести удар в спину, напасть без предупреждения или сделать тебе сихр. Также и сахир, которому на расстоянии сообщают шайтаны о том или ином чтеце. Что ты можешь поделать в такой ситуации, когда ты не видишь врага? Ты не знаешь, откуда ожидать подвох. Здесь вы и должны вверять свое дело Аллаху. У вас должна быть уверенность во Всевышнем Аллахе, искреннее доверие Всевышнему Аллаху. И тогда у вас не будет страха ни перед кем, кроме Всевышнего Аллаха. Люди полагаются на Аллаха по-разному. Есть такие, которые полагаются на себя. Другие же возложили на Аллаха все про все и оставили даже причины. То есть первые положились на самих себя, то есть на причины. Так поступают очень многие. Брат, проси у Аллаха, делай дуа. Аллах поможет тебе. Отвечает: нет. Если я не буду все делать сам, ничего у меня не будет. Я должен то и это. И бегает за динарами и дирхемами. Совершает разные причины, положившись при этом только на самого себя. Это не приветствуется. Другие же положились на Аллаха и стали ждать. Я так полагаюсь на Аллаха. И ждет, как это делает тот человек, который читает намаз, постится и плачет: «О Аллах, дай мне пропитание». Подобно тому, как это было у некоторых юношей, к которым зашел Умар ибн Хаттаб, когда они сидели в мечети. Сидели, поклонялись и просили у Аллаха пропитания. Он рассердился, сказал им идти искать пропитание и просить у Аллаха одарить их уделом. Даже птица. Она улетает рано утром, не поевшая. Улетает на поиски пропитания для себя и для своих птенцов. И вечером возвращается с пропитанием и сытая. И кормит своих птенцов тем, что принесла. Наша религия призывает к взвешенному пути. Мы должны совершать то, что от нас зависит, и полагаться на Всевышнего Аллаха. И если говорить об этой теме более кратко, есть такие, которые полагаются на самих себя, и при этом они чтецы. Приходит пациент. «Что с тобой? На что жалуешься?» Начинает читать. Затем говорит: «Ничего не проявилось. В тебе ничего нет. Не поддавайся наущениям. Так что мне делать? Иди к психиатру». Итак, ты даже его нормально не проверил. Он отвечает: «Я лишь читаю Коран, а лечение за Аллахом». Хорошо, но ведь это наука. Ты же должен ее изучать. Есть же определенные методики. Отвечает: «Нет, я и так все знаю». То есть положился на самого себя. У пациента могут быть вещи, которые все еще не проявились. У тебя должен быть оптимистический настрой в том, что Аллах поможет.
Приходит пациент с онкологией, да защитит нас и вас от нее Аллах. И пусть Аллах вылечит всех, кто страдает подобными тяжелыми заболеваниями. Итак, врачи говорят ему, что он уже не жилец. Некоторые звонят по телефону и говорят, что мне сказали, что я не жилец. Болезнь разошлась по всему телу. Мне конец. Что мы ему можем предложить? Да и что мы, чтецы, в принципе, можем сделать с пациентами? Исцеление всецело в руках Всевышнего Аллаха. Мы же сами всего лишь причина. Всевышний Аллах сказал Марьям: «Потряси на себя ствол пальмы». Пальму можно потрясти? Да еще и женщине, которая вот-вот родит, она не может сдвинуть с места даже легкие предметы. Но из-за своей уверенности во Всевышнем Аллахе, из-за того, что она полагается только на Него и совершает причину. Причина должна быть. Когда чтец понимает эти вещи, он говорит: «Брат, давай садись, я тебе почитаю, и прошу Аллаха дать тебе исцеление. Прошу Всевышнего Аллаха не спаслать тебе здравие». Таким и должен быть настоящий чтец. Таким и должен быть в идеале чтец руки. А то, что мы видим и слышим сегодня от чтецов, указывает, во-первых, на отсутствие уверенности в Аллахе, или же на полностью лживые намерения. Некоторые спрашивают: «Шейх, как понять уверенность в Аллахе на фоне того, что некоторые чтецы заявляют, будто они вылечивают все тяжелые случаи, ставят под видео 5 или 10 номеров телефона, а по сути, если на него посмотреть, видно, что он просто привлекает подписчиков». Это не уверенность в Аллахе. Это всего лишь обман, которым занимаются некоторые, начавшие заниматься этим делом, не будучи к нему готовыми. Все ради денег и ради подписчиков, так же, как это делают колдуны. Спрашивают: «Посмотрите на его иман, он лечит любую болезнь». Это же уверенность в Аллахе. Нет, так утверждать нельзя. Вместе с тем, что человек должен быть уверен в Аллахе, он еще и должен быть правдивым. Поэтому я постоянно повторяю: мои дорогие, не обольщайтесь. У этого чтеца сильные руки, он сделал, сказал или прочитал что-то. Есть вещи, касающиеся единобожия, которые вы не должны забывать для того, чтобы различать, кто правдив, а кто только делает вид. Если кто-то придет и скажет: «Я могу погрузиться глубоко под воду или спрыгнуть с любого этажа, и со мной ничего не случится», люди обязательно соберутся посмотреть, правду он говорит или лжет. И если он спрыгнет и умрет, скажут, что он лжец. Но разве в руки можно так проверить? Это же скрытые от взора вещи. Некоторые чтецы говорят: «Я сейчас держу в кулаке короля джиннов. Я могу зайти в любое место с джиннами, в любой дом. В дом с королями джиннов, могу сделать то и это». Пустые заявления. Я могу пойти в пещеру к Шамхарушу, могу сразиться с ним там. Все это болтовня. И когда кто-то такое говорит, я отвечаю: «Хорошо, иди и посиди в этих пещерах один, хотя бы 2 недели. Без света и без кого-либо рядом, и посмотри, что с тобой будет». И они не соглашаются. Но если с камерой и оператором, то другое дело. Значит, это не уверенность в Аллахе, не искреннее вверение своих дел Всевышнему Аллаху. Это всего лишь ложь и болтовня. Развод людей, да убережет от этого Аллах. Также и возложение надежд на Аллаха. Для чего чтецу это требуется? Чтобы научить этому своих пациентов. Когда вы говорите пациенту: «Брат, Ибрагима, мир ему, бросили в огонь. А что приключилось с Сарой? А когда он оставил Хаджар?» И многие другие случаи. И разве жители Мекки не выгнали из нее нашего пророка, мир ему? Абу Бакр за него переживает, а пророк ему отвечает: «О Абу Бакр, что случится с нами, если с нами сам Аллах? Не печалься, Аллах с нами». И те, кто сказали, что люди собрались против вас, так бойтесь же их. Что случилось? Это прибавило им веры. И они сказали: «Достаточно нам Аллаха, Он наилучший покровитель». Настоящая уверенность и доверие Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах меня не бросит. Даже люди в дуне. Один другому говорит: «Вон тот на тебя пожалуется». Он отвечает: «Ничего не сделает». Смеется. Почему? Потому что у меня есть блат. Такое говорили некоторые чтецы. Делали подобные вещи и угрожали другим чтецам, позорили их и причиняли вред. И все, на что он при этом полагается, это некоторые люди, способные за него постоять. Поэтому, мои дорогие, уверенность во Всевышнем Аллахе, возложение надежд, обучение этому больного.
Были больные, которые оставили руки после того, как это поняли. Сказали: «Я не нуждаюсь, я полагаюсь во всем на Аллаха. Я ожидаю награду от Него». И еще, эта тема, как полагаться во всем на Аллаха, затрагивает тему о тех 70 тысячах, которые зайдут в рай без расчета и без наказания. Среди них есть те, кто не приходят на рукью, и это отдельная тема. Я написал по этой теме книгу, и вы можете ее прочитать, по вопросу обращения за рукой. А пока мы говорим об убеждении, которое должен иметь чтец, и о вопросах единобожия, которые нужно знать, чтобы иметь чистое намерение. Поэтому и бывает так, что некоторые чтецы, с виду полагающиеся на Аллаха, на деле занимаются обманом людей, да убережет Аллах. Пусть защитит нас Аллах. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня мы поговорим о посвящении себя руки, исследованиям и призыву. Об этом и должен знать тот чтец, который хочет посвятить себя этому делу. Вопрос о постоянном занятии руки ученые затрагивали уже давно. В наше время, когда они увидели, что открываются центры руки и чтецов становится много, ученым стали задавать вопросы таким образом, я бы не сказал неправильным, но так, чтобы ответ ученого звучал, мол, этого не делали наши предшественники. Мол, этого не было во время пророка, мир ему. Мол, это все нововведение, и мусульманин не должен этим заниматься. Но после того, как сихр получил распространение, и не верьте, что он распространился из-за чтецов, нет, появились колдуны, или же, скажем, дела этих колдунов стали явными и открытыми для глаз. И после того, как ученые узрели, что эта проблема касается не только наших земель, да защитит Аллах наши земли и земли мусульман, и зная, что фатва будет воспринята как общее постановление для всех, во всех землях, видя, что многие земли мусульман просто кишат колдунами, и что больные мусульмане обращаются за лечением к этим самым колдунам, болеющий сихром приходит лечиться к колдуну, то есть, когда они поняли это, они сказали, что нет проблем в том, что некоторые праведники ради оказания помощи своим братьям откроют заведения, цель которых — лечение руки, где лечение будет проходить по шариату, согласно Корану и Сунне, и таким образом облегчат дела мусульман. Почему? Потому что это непростое дело. Некоторые это дозволили, а некоторые остались при своем старом мнении. И некоторые из тех, кто запрещал, позже дозволили на условиях, упомянутых в их фатвах наших ученых. Поэтому следует сказать, что в городе, где вы живете, в вашем регионе, может быть десятки, а то и сотни колдунов. Сколько чтецов руки? 1 или 2. Следовательно, люди нуждаются в том, чтобы среди них был чтец, или центр лечения руки, в том, чтобы чтецом был праведный человек. Человек, хорошо известный тем, что он соблюдает религию, имеет прекрасный нрав, любит благо и так далее. Итак, он захотел этим заниматься и открыл центр. К нему обратятся самые разные пациенты. Даже обычные больные придут, потому что они тоже хотят лечиться Кораном. Придет онкобольной, второй с почками, третий астматик. И действительно, может быть, что их болезнь как-то связана с душевным поражением. Здесь тоже мы не должны говорить, что все это лишь ограничивается чтением Корана, и зачем все это так усложнять? Брат, это уже давно стало наукой. Ты не читаешь 1-2 людям. Ты не читаешь 2 последние суры и все, идите сами лечитесь. Если ты хочешь научиться, то к тебе должны приходить самые разные больные. Ты сам должен быть научно подкованным, а значит, ты должен изучать шариатские науки, о которых уже шла речь ранее. Итак, как я сказал, занятие руки. Некоторые приходят и говорят: «Я хочу стать чтецом, хочу заниматься тем или этим». В неделю он читает 1 человеку. Или в месяц 2-3 разным людям. И через несколько лет он говорит: «Я исламский лекарь. У меня большой опыт. Я шариатский чтец уже на протяжении многих лет». Будет ли он подобен тому, кто посвятил себя руки, принимал больных, читал в день 2-3, может 10 или более больных? В месяц он работал с 100 или 2 сотнями людей. Будут ли они равны? Как в знаниях, так и в опыте? Нет, конечно. Такого никогда не будет. Второй наберется куда большего опыта, чем первый. Хорошо, а если ты не хочешь заниматься этим вплотную, то зачем называть себя чтецом? Нет в этом необходимости. Не называйте себя чтецами и не рассылайте объявления. Сколько подобных людей я видел?
объявления, сайты и так далее, а на его странице «Доброе утро», «Здравствуйте», «Скажите Субханаллах», «Альхамдулиллах». Все это не имеет отношения к руке. Если ты хочешь этим заниматься, хочешь иметь свой сайт, не пишите о том, как вы любите подписчиков, на ком вы женились. Ко мне в гости приехал друг. Я сейчас на море. Я прогуливаюсь по супермаркету. Люди так делают. Ставят аватарки, меняют их каждый божий день. Все это лишнее. Все это не имеет отношения к руке. Вы человек, занимающийся рукой, а ваш сайт полон ерунды. Итак, тот, кто хочет заниматься этим профессионально, обязан учиться и перенимать опыт тех, кто был до него. Вот я хочу заниматься этим, чтобы приносить пользу людям. Важно делать это ради Аллаха, важен таухид, ведь вы спасаете людей от ширка. Так что же делать? А делать надо все, о чем мы говорим. Заниматься практикой, выделять время для получения шариатских знаний, которые вам определенно понадобятся. Я сам каждый день читаю, и шейх Албани, да смилуется над ним Аллах, тоже говорил, что он студент и все еще продолжает учиться. Несмотря на его вклад, так же делали и другие ученые. Так поступали и другие. Итак, если человек хочет этим заниматься, у него должно быть свободное время. Не все время вы должны только лечить. Некоторым говоришь: брат, почему ты не читаешь и не слушаешь лекции? Отвечает: у меня много пациентов, нет времени. Оставь некоторых, брат, ты же сам становишься причиной своего невежества. Ты начал этим заниматься, значит раздели свое время. У тебя должно быть время для зикров и Курана, чтобы защищаться. У тебя должно быть время для чтения и изучения в первую очередь вопросов единобожия. Только после этого читай о болезнях, как я сказал, исследования по этим вопросам. Исследования — это не копировать, вставить. Не занимайтесь копированием материала. Возьмите то, что вы прочитали, и покажите тем, кому вы доверяете в вопросах шариатской руки, знающему и доверенному человеку. Некоторые братья, да воздаст им Аллах лучшим, несмотря на то, что они читают уже давно, одни из первопроходцев этой науки, все равно приходят и спрашивают: шейх, я прочитал то и это, нашел такой-то ответ и такой. Я понял это так, правильно ли это? Да, правильно, например. Или более правильно то, что ты прочитал на том или ином сайте. Или же тебе нужно сделать по-другому, потому что твой конкретный случай в чем-то отличается, и к нему неприменимо общее известное правило. Чтец должен изучать. Для чего это? Потому что чтец, даже известный, может сказать, например: да, нет никаких влюбленных джиннов и нет джиннов, домогающихся женщин во сне. Все это наущение. Другой возьмет и скажет: не бывает такого, что джинны приходят ночью и кладут еду в рот больного. Как они могут подобное утверждать? Кто с ними согласится, если подобное известно почти всем, кто страдал от этих болезней? Да и не только больные. Даже их семьи говорят, что они поутру находят во рту больных еду, которой нет в их доме. У больного открытый рот, а во рту еда. Или в желудке. Кто ее туда положил? Или же еда выходит из его желудка, и иногда бывает свежей. Кто ее туда поместил? Это если не считать выпитый сихар. То есть таких вопросов много, и люди их отрицают, потому что не изучали их. Или же изучали, но со слов тех, кто эти вещи отрицает. Поэтому некоторые подписчики таких людей пишут: правильно, шейх, вы правы, шейх, и так далее. Правы в чем? Просто по-братски? Нет, возьмите эти слова. Возьмите доводы тех, кто с ними согласен, и покажите их ученым или имеющим опыт, имеющим большой опыт лечения. И они вам скажут: да, действительно такого не бывает, или же даст свое пояснение. Да и должны ли мы прям все разъяснять простым людям? Нет. Есть вопросы, ответ на которые дается только при личных встречах. На них отвечает ученый и лично задающему вопрос. Также и в руки. Не все можно рассказывать. Если только, например, это не распространенное заблуждение, на которое требуется дать ответ. Хорошо, призыв. Что такое призыв? Достаточно ли, например, призывать? Кого призывать? Некоторые говорят: я призываю джиннов. Призываю джиннов к исламу. Хорошо, а что ты сделал для людей? Некоторые уделяют время для призыва джиннов больше, чем время для призыва самого пораженного. Или другими словами, кто-то скажет: нет, мы призываем людей всеразличными способами. Да, это так, но это общее наставление.
А джинну, который поразил больного, он делает наставления личного характера, обращается лично к нему, делает для него уроки, снимает все на камеру, показывает, как он постепенно убедил этого джинна принять ислам и тому подобное. Призывать джиннов дозволено. Дозволено их призывать к исламу, но посвящать все мое время и все мои силы этому джинну, не обращая внимания на больного. Ты снимаешь на камеру больного, которому ты делаешь наставление, как ты рассказываешь и объясняешь ему, от силы 2 минуты, после чего идет призыв джинна, час-два, делая из этого сериал, который нравится подписчикам. То есть, если сейчас, скажем, появится видео одного чтеца с наставлениями больному, который, например, не делает намаз, и ты говоришь, нет, это надо делать и так далее, пусть это займет 5 минут. Так вот, люди не будут смотреть это так, как если бы вы написали призыв джинна-мусульманина, оставившего намаз. Сотни тысяч просмотров. Ага, джин не молится, а шейх его наставляет и призывает к намазу. Так почему же мы так заботимся об одном, оставляя другое, что на самом деле более важно? Поэтому я говорю, что чтец должен заниматься призывом, и его призыв должен быть только ради лика Всевышнего Аллаха. В его призыве должна быть польза его пациенту, который обратился к нему за лечением. Это может быть в общей форме, может быть и в частной. Это касается всех тех, кто открыл свои странички в интернете, в Фейсбуке или другой сети, с целью призыва тех, кто посещает его сайт. Там должны быть наставления, а не просто «доброе всем утро». Или его фотографии из путешествия в то или иное место. Мне нравится отдыхать там-то. Нет. Там должна быть польза для мусульман и пациентов. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. По воле Аллаха на этой встрече мы поговорим о том, что чтец должен следовать Корану и Сунне. Если мы посмотрим на общее положение чтецов во всем мире, если мы попробуем сравнить их работу с Кораном и Сунной, мы увидим, что есть недостатки. А некоторые прямо заблуждаются в различных вопросах. И для того, чтобы человек был уверен в том, что он действительно следует Корану и Сунне, Коран и Сунна должны проявляться в его убеждении, в его словах и его делах, в его одежде и его манерах поведения. Это должно быть видно на нем, но это не будет видно, пока он сам не узнает, что сказано в Коране и в Сунне, и что и как он обязан делать, и кем и как он должен быть. Если мы сейчас посмотрим на положение чтецов в целом, чтецы, которые сами себя называют шариатскими чтецами, некоторых из них можно увидеть обсуждающих такие вопросы, как Раухани, верят в Раухани, разные ангелы, разные помощники ангелов, а затем говорит, что он шариатский чтец. Ладно еще, если он честно скажет, что он эзотерик, положение которого хорошо известно в шариате. Беда в том, что есть шариатские чтецы, на что я уже достаточно много раз указывал. Есть чтецы, на странице которых можно найти слова Аллаха, слова пророка и так далее, и под этим прикрытием совершает деяния, которые никак не взяты из сунны пророка, мир ему. Более того, они запрещены в нашем шариате и в нашей религии. Кто нам все это рассказывает? Сами пациенты. Шейх, я пошел к этому человеку, называющему себя шариатским чтецом, и увидел на его руке обереги. Услышал от него слова, которые никогда не слышал ни в одной шариатской руке. И если спросить, он скажет, что он шариатский чтец, хотя на самом деле это человек, не следующий Корану и Сунне. Поэтому, мои дорогие, наша умма разделится на 70 с лишним сект. Все они в огне, кроме одной. Кто это? Это те, кто следовал религии пророка, мир ему, кто следовал книге Аллаха и сунне его посланника. Кроме этого, должно быть и понимание, как у праведных предшественников, понимание религии, как у предшественников. Поэтому входит ли тот, кто занимается вопросами рауханиев, в понятие шариатский чтец? Нет. Он следует не Корану и Сунне. Хорошо, а тот, кто рассказывает нам о магических камнях, про энергию,
про разные чакры и хочет все это внести в раздел лечения шариатской рукьей. Считается ли такой следующим за Кораном и Сунной после всех этих многочисленных фетв на все эти темы? О том, что некоторые из этих дел — это ритуалы кафирской культуры. Вот на это я и хочу обратить внимание, потому что чтец может начать заниматься рукьей и поначалу следовать Корану и Сунне, но потом сказать, что он обнаружил пользу в том-то и в том-то, здесь помогает то-то или это, и начинает уже следовать чему-то иному, не Корану и Сунне. Поэтому такие вопросы следует ограничивать. Также еще есть некоторые чтецы, считающие себя теми, кто следует за Кораном и Сунной, однако его программа основывается на гадании сокровенного, да упасет Аллах, когда он утверждает, что с точностью знает о виде поражения того или иного случая. Следует ли такой Корану и Сунне? Давайте приведем пример. Кстати, предполагать или додумывать — это не то же самое, что заявлять о полном знании диагноза. К чтецу может прийти пациент. Он почитает и увидит некоторые признаки и некоторые симптомы. Он может сказать, согласно моему опыту, твои симптомы указывают, например, или по твоему состоянию мне кажется, что у тебя признаки сихра или сглаза или одержимости. Это то, что он может увидеть, глядя на внешние симптомы. Я говорю о том, кто в диагнозе пытается не выходить за рамки Курана и Сунны. Но что делает другой? Начинает говорить о скрытом. Больной делает движение или шевелит пальцем, он ему говорит, в тебе сидит джин-сахир. Откуда ты это узнал? По этому движению. Подобные вещи не должны так просто приниматься. Или, например, у больного ничего не проявилось, на что чтец отвечает, что твой джин не мой. Я слышал много таких рассказов от пациентов, пришедших от разных чтецов, которых мы считали хорошими, но впоследствии они стали, как говорится, продавать пациентам красивые слова. Больной сам не понимает, что с ним. А некоторые даже клянутся Аллахом. Например, клянусь Аллахом, у тебя ничего нет. А пациент может быть поражен. Страдает ночами, симптомы ясные, или же одержим. Просто у этого чтеца не проявилось, как я уже говорил, потому что он, возможно, читает 5 минут или полчаса, и поэтому нет эффекта. Поэтому важно знать, что тот, кто следует Курану и Сунне, говорит: «Сегодня я не вижу симптомов, может и быть, но сейчас я ничего не вижу». А не так, как некоторые. Я прочитал тебе и полностью уверен. Говорю тебе это с уверенностью, что в тебе ничего нет. Такой чтец не следует Курану и Сунне. Такой чтец уже лжет. А правдивость — это необходимое качество тех, кто следует Курану и Сунне. Тех, кто соблюдает Куран и Сунну. Хорошо, а что с теми, кто сотрудничает с джиннами, как они представляются, мусульманами? Следует ли такой человек Курану и Сунне? Или же он не следует Курану и Сунне? Ученые дали фатвы, и большинство из них полностью запретили это. Некоторые дозволили это, но опять же не в вопросах лечения. Человек может попасть в ситуацию, и даже чтец. Джин может с ним заговорить и сказать: сихр находится в том-то или в том-то месте. Или же чтец надавил на этого джина своим чтением. Тот закричал, и чтец сказал: говори, где сихр, или же я сожгу тебя. И джин ответил: сихр в том-то месте, или же вещь находится в его животе, и сихр выходит. Этот вопрос не основа в исламе. Его мы задавали ученым. Они ответили, что подобные случаи можно иногда одобрить. А не так, как некоторые, которые усаживают рядом с собой джиннов, якобы помогающих им, дающих свои диагнозы. У него такое-то поражение, а все его родственники говорят, что это совсем не так. Эти люди заручились словами шейхуль ислама Ибн Таймия и некоторыми фатвами. Я спрошу, так почему же Ибн Таймия не попросил помощи джиннов в его постигших трудностях? Таких вопросов много. Человек говорит: я хочу следовать Курану и Сунне. Мы ответим: тогда не вступай в сотрудничество, будь они мусульмане или же не мусульмане, так как эта дорога полна опасностей. Конец ее плохой. Сердце чтеца довольно сильно привязывается к этому пути, да и сердца пациентов привязываются к этому чтецу, потому что он дает им быстрые ответы, да и такие, которые им не даст тот, кто не сотрудничает с ними. Все это имеет отношение к этой проблеме. Итак,
Следование Корану и Сунне. Чтобы никто не понял неправильно. Когда шариатский чтец следует Коране и Сунне, на что он опирается в своей практике? На то, что он читал, на достоверные хадисы, на фатвы ученых Ахлю Суннати валь Джамаа, если они сказали, что это дозволено. Он опирается в своей практике на то, что он услышал от этих ученых. Если одни дозволили, другие запретили, он может выбрать ту фатву, которая дозволяет, потому что этот вопрос уже разобран в таких темах, как следование простых людей за фатвами ученых и муфтиев. Должен ли он делать свой собственный иджтихад, даже если он сам не знает? Или, например, когда он более уверен в словах одного из ученых Ахлю Суннати валь Джамаа, или в словах в этом разбирающегося человека. То есть этот вопрос не так прост. Почему? Потому что может прийти чтец из Ахлю Сунна и начать использовать, скажем, окуривание. Скажет, я использую, например, черный тмин. Окуриваю им больного, использую его для лечения сглаза или лечения сихра, или для ослабления некоторых видов джиннов. И я следую определенным фатвам. Кто их дал? Ахлю Сунна. Значит, этот человек считается следующим за Кораном и Сунной. Появляется другой и говорит, я следую за Кораном и Сунной. Я считаю, что непозволительно использовать эти вещи. И есть фатвы, запрещающие это. Он тоже считается следующим за Кораном и Сунной. Но вопрос в том, когда они между собой начинают спорить, и один говорит другому, ты нововведенец. Сказавший это не считается следующим за Кораном и Сунной. Почему? Потому что Ахлю Сунна не порицают друг друга в подобных вопросах, в которых уже даны фатвы. То есть большой ученый из числа выдающихся ученых дал по этому вопросу фатву, изучил вопрос и дал свое видение. Затем приходит простой человек, следующий какой-то другой фатве, и начинает говорить, слова можно принимать только от пророка, мир ему. Хорошо, а то, что ты сам делаешь при чтении и не только, ты следуешь в этом за пророком, мир ему? Нет. То же самое можно сказать и о смывании. По поводу смывания аятов есть доводы, указывающие на дозволенность написания аятов Корана, например, шафраном или любым чистым веществом. Их смывают, и больной выпивает эту воду, моется ею или обрызгивает ею место на боль, в котором он жалуется. Есть некоторые фатвы, говорящие, что так поступать нельзя, потому что это не делали при жизни пророка, мир ему. Ученые, которые дозволили этот метод, опирались на действия Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Также делал и Ибн Таймия, имеющий огромные знания, более знающих в этих вопросах. И затем появляется человек, порицающий за подобные вопросы, и говорит, например, что все эти вещи запрещены, делать их нельзя, все это харам. Спросим, человек, говорящий такое, следует ли в своих словах за Кораном и Сунной, или в своих делах, или в своем лечении? Ответим, что такой человек не следует за Кораном и Сунной, потому что следующий за Кораном и Сунной должен понимать вопросы разногласий. Пророк, мир ему, сказал, «Пусть никто из вас не читает аср до прибытия к Бану Курайза». И некоторые сподвижники поняли, что пророк хочет поторопить их, и прочитали в дороге, а другие поняли буквально и прочитали аср у Бану Курайза. Пророк, мир ему, не порицал ни тех, ни других. Поэтому следующий за Кораном и Сунной может следовать одному мнению, считая его правильным, потому что оно более безопасно или потому что он не знает других хадисов на эту тему, а другой выбирает другое мнение, подкрепленное доводом на дозволенность его действий и фатвами ученых Ахли Суннати валь Джамаа. За это нельзя его порицать. Но можно обсуждать, например, почему ты так делаешь. Он ответит, у меня есть на это те или иные доводы, а также фатва тех или иных ученых. Практика подтверждает пользу этого действия, поэтому я это делаю. За это его нельзя называть нововведенцем. Другой вопрос. Есть чтецы, ставшие известными своей ложью. Их ложь видна в их ложных заголовках. Следуют ли они Корану и Сунне? Где же их правдивость? Их действия вводят в заблуждение остальных людей. Полное и окончательное лечение сихра за 3 дня или 5 минут и все такое. Я постоянно повторяю эти слова.
Следует ли такой Корану и Сунне, когда он представляет лечение с таким вот заголовком? Нет. Или посмотрите, это еще одна ложь. Посмотрите на водяного или летающего царя-обезьяну, который сделал что-то там и все такое. Где он? Люди заходят, чтобы посмотреть. Так должен ли следующий Корану и Сунне преподносить эти вопросы людям вот таким вот образом? Ради числа подписчиков? Чтобы зашли и посмотрели? Давайте приведу вам пример. Когда мы были маленькими, мы слышали слово «русалка», в море русалка, и мы думали, что это такая женщина, полтела которой как у женщины, а полтела как у рыбы. Тогда мы, дети, пошли, заплатили деньги, многие заплатили деньги, зашли посмотреть, там открыли холодильник, а в нем оказалась рыбина. А где русалка? Вот это и есть русалка, нам сказали, и деньги не вернули. Кто должен за это отвечать? Тот, кто ввел в заблуждение людей. То же самое делают сегодня чтецы. Люди хотят зайти и посмотреть, что там за обезьяна, что там за морской джин. На обложке ролика чтец иногда поднимает свою ладонь с бумажкой, добавлены какие-то цветовые спецэффекты или еще что-то, и люди говорят, там должно быть что-то сильное и достоверное. Поэтому я говорю, что чтец, следующий Корану и Сунне, всегда должен говорить только с доводом и быть правдивым. Конечно, может случиться, что когда-то он скажет какие-то слова, которые можно будет понять не так или просто не так выразился, но не так, что он делает это постоянно. В таком случае мы скажем, что нельзя преподносить эти знания и опыт вот таким вот образом. Есть такие чтецы, которые следуют за своими страстями, а не за Кораном и Сунной. Как это? Он, например, делает определенные вещи, читает, дает масло и воду и делает другие определенные вещи. И если его спросить обо всем, что он использует в практике, о воде, о масле, на каком основании ты делаешь все эти вещи? Он отвечает, что так лечат больных. Я так научился, так читаю трупы и все. А где твои доводы? Ты просто взял и научился тому, что дозволено читать на воду, дуть на воду, давать больному воду, давать оливковое масло и все прочее. Есть ли у тебя на это доводы? Или ты просто повторяешь за кем-то? Потому что следующий за Кораном и Сунной должен иметь обоснование, ведь ему могут задать вопрос, и он должен будет ответить. Он должен иметь ответ на случай вопроса. В большинстве случаев такой человек не имеет на это доводов. Или же скажет, что так сказал пророк. Но пророк этого не говорил, например, о использовании сидра. Пророк, мир ему, не говорил о смывании аятов водой. Как это пророк сказал? Значит, что он сейчас сделал? Этот, следующий Корану и Сунне, он соврал на пророка, мир ему. Это и есть та беда, которую мы наблюдаем, когда чтец занимается рукой 10 лет, или 15 лет, или еще больше, и говорит, это сказал пророк, мир ему. Почему ты лжешь на пророка, мир ему? Отвечает, я так думал, или я где-то слышал. И если он это делает не раз, то можно ли называть его шариатским чтецом? Или же ему нужно заново учиться и проходить квалификацию, чтобы вернуться к следованию Корану и Сунне? Как я уже сказал, тот, кто следует за своими страстями в лечении, приводя в оправдание такие хадисы, как «нет проблем в руке, если это не ширк» и так далее, значит, я могу делать все. Да, но у всего должны быть шариатские границы. Пророк, мир ему, сказал, покажите мне свои руки. Так вот, чтец, который не идет показывать свои методы ученым, может ли считаться следующим за Кораном и Сунной? Или же прав тот, кто идет к своему ученому, задает вопрос шейху, находит фатвы, дозволяющие ему использовать метод, который он использует. Вот такого можно назвать следующим за Кораном и Сунной, потому что он поступает правильно. Он спрашивает ученых. Он ищет среди фатв, что сказал тот или иной шейх или ученый по тому или другому вопросу, чтобы убедиться, что он прав. Об этом я хотел рассказать вам касательно следования Корану и Сунне. Мои дорогие, как вы видите, это довольно острая тема. Мы постоянно напоминаем об этом своим братьям, нашим уважаемым братьям, читающим шариатскую рукью. Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас всех искренними перед Ним. Напоминаю, что мы должны следить за своими словами и делами, сверять все с книгой Аллаха и сунной Его посланника, мир Ему и благословения. Также, не отходя от темы, хочу напомнить некоторым братьям, которые
с большим рвением обсуждают подобные вопросы и порицают некоторые методы руки, порицают некоторые вещи в процессе лечения, которые случаются, но сами они их не видели. Они не присутствуют во время, когда подобное случается, из-за чего они стали полностью отрицать подобные вещи. Я скажу им: братья, вы тем самым противоречите Корану и Сунне. Вы в своих словах противоречите Корану и Сунне. Например, некоторые полностью отрицают речь джиннов. И это неправильно. Есть много сообщений с рассказами про джиннов, с описанием их жизни, с их стихами и так далее. И все же ученые не отрицали все это. Даже некоторые ученые рассказывали эти истории из собственной жизни. Почему? Потому что это реальные истории. Порицать же следует тех, кто из подобных историй делает, или из подобных рассказов, основы и какие-то псевдошариатские правила. Как, например, один из них сказал: пророк, мир ему, сказал: Аллах проклял того, кто укрыл разбойника. И этот чтец стал говорить такие слова. Говорит, что, например, чтец должен бояться Всевышнего Аллаха, и если он прочитает больному всего лишь 5 минут или около того, ничего не проявится, хотя в теле есть джин, то тем самым он как будто бы укрыл разбойника. Откуда ты взял эту ложь? Откуда этот тафсир и такое понимание хадиса? Чтец в основе, даже если прочитает 2 последние суры и скажет все, он уже прочитал ему рукью. А то, проявится ли на нем джин или нет, это уже другой вопрос. Он сделал, что должен был. А брать и относить этот хадис к подобным случаям, разве это следование за Кораном и Сунной? Это невежество, да упасет Аллах. Смелые заявления о значении хадисов пророка. Мир ему и благословение Аллаха. Собственное разъяснение хадисов и даже в случае некоторых и тафсир аятов, согласно своим страстям, не опираясь в своих разъяснениях на то, что говорили до него ученые, толковавшие книгу Всевышнего Аллаха. Остановлюсь на этом и прошу Всевышнего Аллаха дать нам пользу в том, что мы услышали, и дать нам прозрение в нашей религии, ведь Он способен на это. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.